У вас наверняка чуть больше времени, чем раньше, когда был ковид. Тогда сложно было с вами общаться. Я помню, мы пытались взять у вас интервью, но в силу своей занятости у вас не было времени так много внимания уделять СМИ. Во время пандемии было очень сложно. И еще раз люди поняли, без врачей невозможно жить. Какие-то итоги вы можете подвести? Что показала все-таки пандемия? В первую очередь, все-таки пандемия показала, что несмотря на то, что есть проблемы в здравоохранении, в частности, например, района, да, это нехватка специалистов, не только врачебный состав, но и сестринский, и санитарок недостаточно. И тем не менее врачебное сообщество может мобилизовать свои силы и не отступить, так скажем, даже иногда ценой собственной жизни. У нас есть такие случаи тоже. Противочумные костюмы, респираторы и маски. Кругом суета. Медработникам нужно вовремя перенаправить пациента в другое отделение, взять у каждого кровь на анализы, измерить сатурацию. Все это по несколько раз в день. У врачей нет времени на обычную жизнь. Дай Бог им здоровья, очень внимательные, вежливые. Я вообще я в рай попала, я очень тяжелая пришла. Я очень благодарна врачам, которые здесь находятся. Это, во-первых, некоторые человеческие качества, которые есть у того или иного специалиста. И, наверное, призвание, оно сидит в каждом из нас. Ведь сегодня очень сложно быть врачом. Очень сложно, потому что недостаточно у нас оборудования. Иногда не получается вовремя отправить того или иного специалиста на учебу. Медицина шагает вперед. И население, которое сейчас уже все доступно, любая информация, она доступна, они, конечно, хотят получить достойное медицинское обслуживание. Это так и должно быть. Учитывая, плюс к этому, все-таки я считаю, что заработная плата тоже имеет большое значение, потому что, как ни крути, доктор – это не просто там святой дух, который живет в больнице, у него еще есть обычная жизнь, у кого-то дети, у кого-то семья, кто-то учится, кто-то болеет, да, и все это тоже нужно обеспечивать. И я уже несколько раз даже своим коллегам говорила, те, которые сегодня работают в ЛПУ, это люди, внутри которых сидит призвание. А все остальные, они ведь уже нашли, сегодня им можно работать в частных кабинетах, можно работать в санаториях. Хотя многие из наших сотрудников совмещают. Вот вы сказали, ценой собственной жизни. О ком идет речь? У нас есть такие сотрудники, это не конкретно в нашей больнице, есть в Гудаутском госпитале, есть сотрудница Гальской больницы, которые, к сожалению, заболели ковидом на рабочем месте, выполняя свой служебный долг, и, к сожалению, погибли. Даже страны, где было сильное здравоохранение, они не справлялись с пандемией. Не то чтобы такое слабое абхазское здравоохранение со своими проблемами. На самом деле ведь поток пациентов был колоссальный. И да, вы правы, мы видели это и в Соединенных Штатах, в Европе, где есть хорошее здравоохранение, они тоже не справлялись. Понятно почему, потому что был большой поток пациентов. Кто бы что ни говорил, я это уже много раз отмечала, уровень помощи был не хуже, чем в других сопредельных государствах. Мы ведь не изолированное общество. Мы также общаемся со своими коллегами, с которыми мы учились и ныне работают. То есть то обеспечение, которое у нас было по линии Минздрава, да, оно было не хуже, чем в других государствах. У нас было достаточно препаратов. Люди, которые находились в стационарах, они получали все необходимое. Бесплатно? Бесплатно. Помимо этого были обеспечены лабораторными исследованиями, а это очень
дорогостоящие виды исследований были. Помимо этого было организовано в нашей больнице и также и в остальных ЛПУ были организованы трехразовое питание, ну все, что необходимо было пациентам. Были, конечно, сложности, а сложности всегда бывают в любой работе, но в целом пациенты получали все необходимое. Да, тяжело было персоналу, было, вот если так взять, вот у нас по штатному расписанию 92 врачебные единицы. Да? По факту на сегодняшний день физически существует 48. Мы плюс еще их разделили. Ну, естественно, было сложно, тяжело. Почему 48 вместо? А нет 92? докторов, нет желающих работать в нашей больнице. Но я думаю, что такая проблема есть и в других лечебных учреждениях. То есть молодые люди не хотят становиться докторами или уходят в какие-то частные медицинские учреждения? Знаете, вот молодые люди, да, мы слышим, много заканчивают людей медицинские вузы. Но, к сожалению, сейчас тенденция, наверное, такая в большей степени. Люди ищут более комфортные условия работы. И, может быть, поэтому. То есть они могут работать в центре, в Сухуми, хотят в республиканской больнице больше работать, нежели в Гагарской? Возможно, и такое тоже. Например, вот у нас вот сейчас, допустим, не хватает терапевтов, хирургов, акушер-гинекологов, реаниматологов. Это базовые специальности. Мы не говорим о каких-то там узкопрофильных специалистов. Это базовые специальности, которые должны присутствовать в ЛПУ. На сегодняшний день у нас, например, в нашей больнице всего 1 дежурант. Всего 4 терапевта, 2 в поликлинике, 2 в стационаре. Это недостаточно. А больные есть, чтобы... Конечно, больные есть в поликлинике. Ну, у нас население 40 тысяч. 26 – это взрослого населения только в городе. Естественно, они обращаются по тем или иным проблемам. Некоторые состоят на диспансерном учете. Но мы в этом плане тоже во взаимодействии с Минздравом ведем определенную работу. То есть вот у нас, например, сейчас 1 августа завершает учебу, приезжает к нам реаниматолог. Честно говоря, я случайно узнала, что есть такой парень. Он из Ачимчирского района. Будет работать в вашей Гагарской больнице? Да, он из Ачимчирского района был. И со слов людей, с которыми он учился, хороший парень, хорошо учился, но нет возможности пойти в ординатуру. Я попросила организовать встречу, мы с ним побеседовали, я объяснила, что буду способствовать, чтобы район или же Минздрав оплатил учебу, но с условием, что он выберет именно специальность. По-моему, насколько я помню, он хотел быть травматологом. Ну, травматологи тоже, конечно, нужны, но в первую очередь нужна была реанимация. И объяснила, если будешь работать у нас реаниматологом, то мы будем по возможности помогать. И согласился. На тот момент Тамаз Мурманович был министром здравоохранения, объяснила ситуацию. Значит, 1 год учебы оплатил Минздрав, следующий год учебы оплатил район. Юрий Львович поддержал идею и даже попросил найти еще для нашей больницы необходимых специалистов, чтобы выучить их на те специальности, которые нам в первую очередь нужны. В этом году также поехал на учебу в ординатуру по общей хирургии. Тоже сын нашего сотрудника, тоже хирурга. У него, видимо, все было предрешено. Мы закрепили договором, что оплачивать будет Минздрав. В этом вопросе Эдуард Валерьянович поддержал. И, в общем, будет учиться и приедет к нам хирургом через 2 года. По поводу, вот сейчас сказали про реаниматолога, насколько он необходим. Это еще во время пандемии было ясно, что специалистов, реаниматологов, вирусологов, инфекционистов нам очень не хватало. Какие-то итоги будут сделаны вдруг на будущее, если что-то такое произойдет, ведь не застрахован мир. Кто ожидал, что ковид
придет и так долго задержится. Эти итоги сделаны, потому что, насколько я знаю, в этом году целенаправленно Минздрав запрашивал именно те специальности, по которым мы испытывали острую нехватку в тот период. Но мы не можем жить в надежде, и, то есть, не дай бог, конечно, в ожидании какой-то следующей пандемии. У нас есть другие заболевания, травмы, те, которые необходимы, специалисты, которые должны присутствовать. Это, еще раз повторяюсь, это базовые специальности, они в первую очередь должны быть. Потом пандемия показала, например, по работе нашего ЛПУ, что мне, например, на тот момент не столько инфекционисты именно нужны были, сколько терапевты. Потому что люди, которые поступали с ковид-заболеванием, они, у кого-то было давление, кто-то был с инфарктом, кто-то еще с чем. То есть там очень нужна была работа именно терапевтов. А в обычной жизни без хирургического отделения любое ЛПУ, оно не завершенное считается. А реанимация уже – это база всех этих специальностей. То есть реанимационное отделение – это необходимое отделение в любом медучреждении. Сколько часов в сутки вы работали в то время? В то время я была начмедом и периодически исполняла обязанности главного врача. Конечно, я постоянно в красной зоне не присутствовала, но каждый день ходила на эти обходы. Наверное, можно сказать, круглые сутки, наверное, потому что даже если удавалось уходить домой, да, это чаще было там поздно вечером, ночью, мы постоянно были на телефоне. Я вообще, даже если вот как-то где-то могла быть, где, допустим, не удалось зарядить телефон, и я оставалась, если без связи, то это было достаточно некомфортно. И первая задача была быстрее зарядить телефон. И так жили все. Так, это не то, что только Гагарская больница или конкретно. И так жили все. Ночью никто не стеснялся. То есть это было как рабочая атмосфера, так скажем. Да? Я могла ночью в любой момент позвонить Эдуарду Валерьяновичу. Никогда не было, чтобы мне приходилось там долго ждать ответа. Все это решалось во взаимодействии с остальными главными врачами. Хаджират Ливарсович, наверное, вообще не спал. Он был доступен всегда, если, конечно, не был в красной зоне. Это вы сейчас говорите контакты между докторами. А для пациента врач должен быть всегда доступен? Да, для пациентов, значит, у нас медсестры постоянно присутствовали. Организовано было так, да. И врачи, конечно, учитывая, что по-хорошему, конечно, если их разделить на смены за 24 часа, чтобы они постоянно присутствовали в красной зоне, вот такое сложно было сделать, потому что наша больница работала и на обычную, общую соматику тоже. То есть всех врачей бросить в ковид-отделение, ставить, допустим, те же инфаркты или травмы без помощи мы не могли. Но если нужен был врач, дежурный врач одевался и заходил в красную зону так, чтобы пациенту нужен был осмотр врача, и он оставался без осмотра, такого не было. И такого невозможно допустить. Ежедневный рабочий день врачей начинается с обхода больных. Каждому пациенту здесь уделяют особое внимание. Больных осматривают и спрашивают о состоянии их здоровья. Всю ночь дышал? Всю ночь на животе лежал, и утром что-то живот беспокоился, курсар. Молодых людей много стало. Вот до 35 лет у нас сейчас лежит 5 человек. Вот, и тяжело переносят, к сожалению. Что было самое сложное во время пандемии? То, что вот как отпечаток, тяжелый отпечаток останется в вашей памяти? Самое сложное вначале было очень сложно, потому что я уже как-то отмечала это тоже. Весь мир лечил, учился. И, ведь это незнакомая инфекция, это не обычное состояние. Или если бы это были бы какие-то другие заболевания, с которыми мы уже встречались, даже если массовое поступление, все равно есть какая-то уже определенная тактика. Вначале сложно было выработать именно тактику, но постепенно в ходе наблюдения мы в принципе, применяя и мировой опыт, мы с этим смогли справиться. Но самое сложное было
в общении с пациентами, честно говоря, пациенты все были жутко напуганы. Даже если вроде заболевание протекает благоприятно, идет динамика положительная, но пока пациенты находились в стационаре, у них в глазах был постоянный страх. И надо было с этим тоже бороться, объяснять через одеяние, через маску, ведь контакт был затруднен. В обычной жизни мы привыкли общаться с глазу на глаз с пациентом, подержать за руку. Ну, это можно было и в ковиде сделать, но все равно, когда перед тобой, как и некоторые, одна из наших пациенток сказала, космонавты в белых калошах. То есть, понимаете, вот для них это было немножко непривычно, и был жуткий страх. И вообще сама работа в ковиде, вот и доктора, медсестры, младший медперсонал, она изнуряющая. Особенно вот когда в летние периоды, да, в костюме, очки запотевают, сложно увидеть. Но, конечно, это никого не остановило, и средний медперсонал, конечно, проявлял чудеса мастерства, потому что очки запотевшие, руки в двойных перчатках, надо найти вены, сложные вены. Я не помню, чтобы мы сталкивались с такими проблемами, что какие-то вены не могли взять наши медсестры. За это им, конечно, огромная благодарность. Это вас сплотило? Да. Я иногда даже сейчас со своими коллегами обсуждаю работу нашу. Я иногда даже как будто бы скучаю по тому времени, потому что тогда было ощущение плеча постоянное. То есть это нас собирало вместе. Мы всех пациентов практически вместе обсуждали, потому что кто-то, может, упустит в силу усталости что-то, кто-то еще что-то, чтобы все они были у нас на виду. Мы постоянно обсуждали их, обсуждали с сестрами. Сестры участвовали, потому что они постоянно находятся в красной зоне. Может быть, видели какие-то моменты, которые, возможно, доктор упустил. И было ощущение такое, что семья выполняет определенную работу, в которой каждый должен друг друга поддерживать. А иначе у нас и не получилась бы работа. Иначе никак не получилась бы работа, если бы все звенья, начиная от технического персонала, водителей скорой помощи, которые часто выполняли роль санитаров. Если бы так не получилось, у нас бы не состоялась бы эта работа. С другой стороны, страдали ваши семьи, и вы вообще могли бы после работы прийти, контактировать с кем-то, выйти к родственникам, к семье. Вы тоже, получается, в какой-то степени были изолированы от общества. Это давит психологически. Да. Семья, конечно же, страдала. Как вот если приходишь домой очень поздно ночью, и они как-то должны сами, например, у меня и у остальных коллег, там 2-3 детей, да, кто-то в школу ходит, кто-то в садик, они все хотят внимания. Конечно, страдала, но с пониманием отнеслись, иначе бы не получилось. С пониманием важности происходящего. А то, что мы не могли... Я очень часто, практически, наверное, все время пропускала какие-то такие события в ближайших родственников, потому что не понимала... Я-то не столько я за себя боялась, конечно, такое тоже есть, но в целом мы же в постоянном контакте были с этими пациентами. Несмотря на защиту и так далее, что-то можешь упустить. Принести это заболевание кому-то в семью. И я практически, не только я, но все мои коллеги, 2 года мы практически не посещали никакие мероприятия. И даже уже после, когда были все ковидные ограничения сняты, это вот несколько месяцев назад, как-то мне пришлось посетить мероприятие, в котором около 500 человек, наверное, точно было. Честно говоря, была какая-то, наоборот, паника, что я сижу среди такого Чувствуете количества себя людей, некомфортно, да? Да, постепенно мы привыкаем, а в тот период очень часто даже задумывались, если это не завершится. Хотя понимали, конечно, что любая пандемия, она имеет свои сроки. Это исторически уже известно, да, что несмотря на
во времена испанки тогда вообще не было никакой вакцины, но тем не менее любая пандемия имеет свои сроки, когда-нибудь это, конечно, закончится. Но когда это закончится, и тяжело было в тот период, и именно вот ограниченность, вот общение, ограничиваешь себя в общении со всеми, и в том числе и с членами семьи тоже. Каково это, когда ты знаешь, что пациенту уже не помочь? Родственникам надо сказать об этом. Наверное, во время пандемии это было ежедневно. Но это никогда не легко. Это никогда не легко, потому что ведь так получается, как будто ты выносишь вердикт, жить или не жить. То есть стоит дальше бороться или не стоит. Понимаете, это всегда тяжело. Любому доктору тяжело. Это не только в пандемию тяжело. Ну, тут всегда есть сомнения, а может быть, а вдруг. Хотя очень часто, когда видишь бесперспективность, нельзя обнадеживать родственников, заставлять их гоняться за какой-то мечтой несбыточной. Им надо всегда объяснить, как есть на самом деле. Но это всегда тяжело. Это в любое время тяжело. Это не только в пандемию. А в пандемию, конечно, это было чаще. Всегда тяжело говорить родственникам, у вашего родственника отрицательная динамика. Это всегда тяжело. Это, наверное, самое сложное во врачебной вообще жизни, и самое ужасное. Доктор, наверное, не может каждую судьбу, каждую историю переносить через себя, потому что так можно и заболеть. Поэтому как вы защищаете себя? Честно говоря, я никогда не думала, как защищают себя доктора, и в том числе и сама тоже об этом не думала. Наверное, это все-таки, и раз это призвание, оно, наверное, где-то там сидит. Это уже не зависит от нас. Хотя я абсолютно уверена, что доктора помнят всех своих пациентов, особенно тех, кого не удалось спасти. Например, я помню даже тех, кто были у меня, допустим, там, первый год работы. То есть каждый доктор их помнит. Вообще люди любят говорить, например, ну что там, спасли, а потом пошли там, сидят, кофе пьют или еще что-то. На самом деле это не так. Очень часто бывает во врачебной жизни, когда в течение очень короткого времени, минуты, 2 минут, надо решить, что делать, какую помощь оказать, быстро сориентироваться. Это результат не только учебы, это результат опыта, наблюдений и так далее, и так далее. Это очень сложно всегда. И бывает так, что пациенту уже легче, он там засыпает спокойно на койке, а доктор тихо идет в уголочке, пьет кофе, но его еще долго будет трясти. Но как защищаться, я даже не могу сказать, как это можно сделать. Ведь доктора, они ведь очень часто, что молодыми умирают. Наверное, все-таки это результат работы. Потому что работа у доктора крайне сложная. Вообще, знаете, в мире есть очень много разных профессий. Иногда думаешь, почему я выбрала эту профессию? Так сложилось, так получилось, и это не самая легкая работа. Неважно, на каком этапе. Это поликлинический этап, это скорая помощь, это операционная или реанимация. Неважно, на любом этапе работа доктора, она очень сложная, потому что и физические затраты, и эмоциональные затраты колоссальные. Иногда бывает, я прихожу домой, это не только со мной, это, я уверена, со всеми докторами. Меня, допустим, дети зовут, я не слышу их, потому что в голове прокручиваешь или день, или там пациента какого-то. Мои уже научились, они обычно зовут меня по имени-отчеству. И я очень быстро откликаюсь. А вот когда у вас бывает на душе хорошо, когда это касается именно работы, ой, как хорошо, на душе спокойно, могу спокойно сесть, выпить кофе, расслабиться. Когда такое бывает? Такое бывает только тогда, когда пациенту хорошо. Когда пациент идет на твое лечение. Только тогда это может быть. Это у каждого доктора так. И в этой связи очень важно
эмоциональная связь с пациентом. Пациент должен реагировать на тебя. Врач должен чувствовать обратную связь. Ведь ни одно заболевание невозможно вылечить, прочитав книжку. В жизни не бывает так, как учат в университете. Всегда бывают разные ситуации, бывают какие-то сопутствующие состояния и так далее, и так далее. Здесь такой комплексный подход, и в этом очень важна еще и помощь пациента тоже. Помощь в каком виде? То есть Пациент должен доверять врачу. Да, доверять. Вот. Обязательно пациент должен доверять врачу, и только тогда получится. А пациент, вот я сейчас как в роли пациента, пациент может доверять каждому врачу? Он должен доверять, он ведь пришел за помощью. Я не верю, что есть доктора, которым все равно состояние пациента. Я понимаю, о чем вы, Анна, очень много у нас, да и не только в нашей республике, вообще, по крайней мере, в Российской Федерации, да, когда разные ситуации по СМИ обсуждают и так далее, и так далее. Но если пациент пришел к врачу за помощью, он должен ему доверять. Значит, доктор должен быть всегда авторитетным. Конечно, доктор должен быть авторитетным, но я, честно говоря, вот это немножко не понимаю, авторитетный доктор. Доктор, который работает, который взялся за пациента, я не верю, что есть такие доктора, для которых это просто работа. Каждый доктор понимает, что это жизнь. Ну, не хочу обижать ни вас, ни докторов, но я уверена, что вы слышали эти разговоры, когда пациент говорит, им важнее, что я заплачу, нежели мое здоровье. Конечно, обидно. Объясню в первую очередь, почему. Потому что труд и оценка труда, если иметь в виду заработную плату, они несоизмеримы. Понимаете, ведь доктор, который 7 лет проучился, да, затем положенные сроки проходит то или иное обучение, да, он ведь не глупый человек, правильно? А если он все эти свои затраты именно физические, эмоциональные, в любом другом направлении, он, возможно, комфортнее для себя будет жить, больше заработает, к сожалению, как бы мы ни крутили, все равно доктор – это человек, и у него… А вот представьте, ведь, например, хирург, который, допустим, 5-6 часов проводит в операционной, допустим, да, он ведь больше ничем не может в этот день заниматься, и вообще не может ничем больше другим заниматься. А у него есть семья, ее надо кормить, одевать, отправлять в школу. Они ведь семья доктора, то есть они должны выглядеть прилично. Мы в эфире АГТРК, вновь программа «Лидер». Важный звонок. Отключите, пожалуйста, камеры. Не взять не могу, это звонит рекламодатель. Да, здравствуйте, я вас слушаю. Да, конечно, есть время. Вы хотите сделать рекламу на АГТРК? Конечно, мы принимаем заказы. Главное, определитесь, что вам нужно. У нас много разных форматов. Да, я вас поняла. Без проблем. 2 камеры, статичная съемка, без графики, в жанре репортажа, в вечернем эфире, прайм-тайм. Хорошо, я все запомню, не переживайте. Да, я поняла вас. Да, я слышу вас, слышу. А вы передумали. Вам нужен киношный стиль, 2 камеры, 1 фотоаппарат на Ронине. Все-таки хотите графику. Уже не в жанре репортажа, а в блоке рекламы. Понятно, вы хотите рекламный видеоролик. Не только вечером, но еще и в дневном эфире? Да, хорошо, я все запомнила, я все запишу. Да, я слышу. Да, я слушаю вас. Конечно, я слышу все, что вы говорите. Нет, я не ошибусь. Да, я здесь, я слушаю вас. Опять передумали? Так вам не нужны камеры, фотоаппарат? Вы хотите аэросъемку? Не днем, а вечером? И не только в городе, но и на озере Рица? Вы еще решили, что нужен дизайн графики. Оригинальная музыка. Хорошо, мы постараемся. Да, я слушаю вас.
Давайте я угадаю, вы опять передумали. Ага, вы поговорили и решили, что вам нужна передвижная телевизионная станция ПТС. 4 статичные камеры, 2 фотоаппарата на Ронине, аэросъемка, полный комплект на монтаже. Вы точно не передумаете больше? Вы решили? Точно? Вы уверены? Нет? Не уверены? Знаете что? Знаете что? Ничего. Просто я вам дам номер креативного отдела АГТРК. Встретитесь, поговорите и решите. 777 91 91 725 23 99. Креативный отдел АГТРК. Доверьте дело профессионалам и дело в шляпе. А я могу заниматься своим делом. Записывайте интервью. Для меня важен, какой доктор, какой человек. Говорит он со мной вежливо, улыбается он мне. Для меня это важно. Это первый шаг к лечению. То есть я тогда настроюсь на лечение, если вижу какое-то теплое отражение в глазах доктора. Знаете, в наших условиях, конечно, сложно. Сложность в чем заключается? Ведь не зря есть регламент работы доктора. Допустим, там 3 часа, 24 часа, а потом 3 суток отдыхаешь и так далее, и так далее. Понимаете? Потому что, опять же, повторяюсь, конечно, очень важно на приеме пациент для того, чтобы доверился доктору. Доктор должен, конечно, первый шаг сделать, несомненно. Но для этого, к сожалению, иногда нет возможности. Объясню почему. И доктора – это люди, они устают. А у нас нет возможности дать им столько времени на отдых, сколько вообще отведено. Вот, допустим, я могу сказать за своих терапевтов, да, хирургов, если они дежурят через сутки, конечно, они устают. Тут, знаете как, тут можно спорить до бесконечности. Вообще, это, конечно, не предмет спора, но мы, люди, вообще, пациенты, доктора, они должны быть терпимы друг к другу. Если пациент зайдет с улыбкой или со словами помощи, или ну вот как-то первый шаг, да, такой сделает, я не думаю, что доктор ему ответит грубо. Всегда должен кто-то. Это все равно, что спорить, что вначале, яйцо или курица. Кто должен первый улыбнуться? У кого хватит мудрости, сил, возможностей, должен первый улыбнуться. Я думаю, что доктора в целом, да, разные ситуации бывают. Доктора – это же не порода людей, правильно? Они среди нас, вот мы все, да. У кого-то есть характер, у кого-то еще что-то, но в целом нас этому учат и в университете. И потом, еще раз говорю, это же призвание. Оно и всегда есть определенная терпимость к тем или иным ситуациям. Честно говоря, если мы бы реагировали так, как иногда к нам заходят в кабинет или приходят в больницу, ну, уже давно бы там все друг с другом передрались бы. Но не всегда, возможно, удается сдержать себя. Мы должны быть терпимы друг к другу. У нас другого выхода нет. Вот я, например, когда иду, отвожу ребенка в школу, я же доверяю учителю. Я слушаю, я заглядываю в глаза, спрашиваю, какие мои дальнейшие шаги. То есть точно так же, когда приходят к доктору, тоже должны доверять. Иначе не получится взаимосвязь. Вы работали в этой же Гагарской больнице до вашего назначения главврачом? Да, я работаю уже 20 лет. Я как закончила Башкирский государственный медицинский университет, прошла интернатуру, вернулась уже в Гагарскую больницу, это был 2003 год. И с тех пор я вначале работала дежурантом, дежурным терапевтом. Бывало такое, что я иногда 11-12 дежурств за месяц дежурила. Тогда тоже было сложно, тогда тоже
не было такого количества препаратов в клиниках, то есть сложности были все, в любой работе есть сложности, и тогда были свои сложности. Затем уже и в поликлинике кардиологом работала, и в основном в стационаре, терапевтом в стационаре. Сколько времени вы являетесь главврачом Краковской больницы? Главврачом год только, а до этого я 5 лет проработала зам главврача по лечебной работе. В некоторых больницах есть порядок, и внутренняя организация работы упорядочена. В некоторых больницах все сложно. Один в поле не воин. Какая бы личность ни была, да, но очень важен именно медицинский персонал. У нас в основном взрослые люди, это люди, которые прошли военное время, работали и в советское время, так скажем, возвращаясь к этому. Я не думаю, что у нас нет порядка. Конечно, говорить о своей больнице все время положительно, наверное, неправильно. Есть, особенно вот в пандемию, есть минусы, какие мы выявляли и пытаемся их сейчас исправить. Есть и положительные моменты, то есть... Главврач должен быть строгим? Знаете как, он совсем другом не может быть. Иначе не получится работа, к сожалению. Но при этом совсем строгим, наверное, тоже не должен быть. Я вообще считаю, что в каждом отделении есть заведующий. Вот он должен быть в первую очередь авторитетом. Почему, объясню. Заведующий, выстраивая работу, если у него есть сложности, на это есть главный врач, который помогает преодолевать те или иные сложности. Но в целом работу в отделениях должен наводить, наверное, заведующий. Есть некоторые заведующие, которых поменяли не потому, что плохие работники. Нет, ни в коем случае. Ведь просто быть доктором и быть заведующим – это разные несколько вещей. Иногда хороший доктор не может быть хорошим заведующим, иногда и наоборот. Поэтому в зависимости, кто на каком месте лучше справляется, вот как-то так попытаемся реорганизовать. У вас большая больница. Да, у нас 220 коек в больнице. Много отделений. Да, у нас и есть отделение терапии, хирургии, детское отделение, инфекционное отделение, гинекологическое отделение, роддом. На дотации района находится ваша больница? Да, у нас больница, да. Вообще здравоохранение района полностью на бюджете района. Кроме вот каких-то целевых программ по сахарному диабету, потом по льготным рецептам по российской помощи, инвалиды нашей войны, которые получают медикаментозное обеспечение. Это все централизовано через Минздрав. А вот сейчас в летний курортный сезон много отдыхающих в Гагре обращаются к вам за медицинской помощью. И потом туристы ведь привыкли, что у них в России они используют медицинскую страховку, СНИЛС. Все это здесь не действует. И, естественно, больница не может выдавать им бесплатно препараты. С этим сталкиваетесь? Да, конечно, обращаемость увеличивается вдвое. Например, вот в этом месяце у нас пока такой нагрузки, как в прошлом году, пока нет. Возможно, это связано с тем, что не так жарко, и гастроэнтериты еще не так много, да, но с травмами обращаются. В первую очередь, экстренная помощь, она бесплатна. Экстренную помощь, после оказания экстренной помощи, если пациент, бывают такие случаи, когда они остаются в нашей больнице на дальнейшее лечение, если оно не требует вмешательств каких-то дополнительных, да. Но это в основном, и если есть желание самого пациента, да. Тогда, конечно, они должны будут покупать препараты, но это все мы им объясняем. А в целом, чаще всего мы отправляем на дальнейшее лечение в ЛПУ на территории Сочи, Адлера, Хосту, Дагомыс, то есть направляем их туда на лечение. Ваше главное правило в работе? Быть честным.
Честным надо быть не только с собой, с пациентами и брать ответственность за то или иное решение на себя. И даже если ты очень сильно сомневаешься в том, что делаешь, этого не должен чувствовать персонал. Вот женщина-главврач отличается от мужчины-главврача? Ну, я не могу сказать, чем может отличаться. Мне сложно на Одни этот и те вопрос же ответить. обязанности? Да, обязанности одни и те же, требования тоже от того, что ты женщина или ты мужчина. Это определенная должность. Почему-то мне кажется, что женщина более организованная в этих вещах. Ну так, если мы скажем, обидятся мужчины, поэтому может быть, может быть. Вот и на такой позитивной ноте мы завершаем наше с вами интервью. Спасибо. Я знаю, вы были заняты, но нашли время, уделили нам время и ответили на вопросы. Если какие-то вопросы вам показались каверзными, я попыталась откровенно с вами пообщаться. Спасибо. Спасибо большое. Thank you.